Планом Москвы он должен достигнуть в 2021 году. Кто-то относится к нему с улыбкой, кто-то видит в нем сумасшедшего, но его это никак не смущает. Все, кто встречается у него на пути, его поддерживают, несмотря на то, что за Путина в 2018 году проголосовало 76,6%. Да, вот такая математика. А ведь шаман Александр не такой простой, как кажется многим, и расчет его абсолютно верный. 2 года в пути. Это огромный срок. Что произойдет за эти 2 года? За это время про шамана будут знать все. И я уверен, что про него будут знать не только в России, но и во всем мире. Если наши власти попытаются убрать этого человека или остановить, то об этом уже сейчас станет известно сразу, что вызовет справедливое негодование общественности, как это было с Голуновым. Все сейчас будут следить за происходящим. У Александра уже есть сопровождающие, например, блогер Леха Кочегар, который освещает все, что происходит в пути. И таких людей будет все больше. Шаман умный человек и прекрасно понимает, что один он мало что сделает, даже призвав на помощь духов предков. И скорее всего вся его задумка в том, что люди его поддержат. И по дороге с каждым днем людей, которые его сопровождают, будет все больше. 2 года, как я уже сказал, это очень долго. И я уверен, что по пути он будет встречать людей, которые, если не сразу к нему примкнут, то приедут потом в Москву, чтобы поддержать шамана, который пришел изменить страну. И таких людей к 2021 году к Кремлю подойдут не 10 и не 100, а несколько десятков, а может и сотен тысяч со всей страны. И никакая Росгвардия не рискнет применить силу против такой толпы. А толпа может многое. Это можно судить по событиям в других странах, когда против принятия непопулярных законов выходят миллионы. Ведь, как сказал один росгвардеец, если я не ошибаюсь, если вас выйдет 100 человек, мы вас разгоним. Если 1000, тоже разгоним. А если миллион, мы к вам примкнем. Это нужно понимать. Кроме того, я в комментариях постоянно встречаю, что у оппозиции нет лидера. Вот если бы был бы лидер. Да, я сегодня тоже не вижу у оппозиции лидера. Его нет, но вот символ, кажется, появился.